Мой мандат заключается в том, чтобы все члены Совета Европы поддерживали и соблюдали стандарты, выполняли обязательства, которые они взяли на себя при подписании Европейской конвенции по правам человека и присоединившись к Европейскому суду по правам человека. В кризисные времена, которые разворачиваются сейчас в Европе, особенно важно, чтобы эти стандарты были соблюдены и общие ценности были сохранены и защищены. Нельзя позволить игнорировать кому бы то ни было эти стандарты в сложные времена в особенности. Именно поэтому моя задача заключается в том, чтобы на беспристрастной основе предпринимать усилия по поддержанию этих стандартов и ценностей. В кризисные времена требуется площадка для проведения диалога и реализации сотрудничества. И сегодня Совет Европы и является такой площадкой, вероятно, единственной площадкой общеевропейского характера, который на самом деле в своих усилиях выходит за пределы Европы, так же, как и ОБСЕ, у которого есть особый мандат. У Совета же Европы есть отдельный мандат по защите прав человека, верховенства закона и демократии. Поэтому Совет Европы является уникальной площадкой для развития сотрудничества и ведения диалога в сложившихся условиях. Что касается же кризиса на Украине, я не собирался обсуждать этот вопрос конкретно, но, конечно же, важно отметить и эту серьезную проблему, которая возникла сегодня. Совет Европы, конечно же, считает, что нужно соблюдать территориальную целостность Украины. Уже исполнилось 25 лет падения Берлинской стены, и вряд ли настало время для строительства новых стен. Мы должны всячески избегать этого. Важно обеспечить деэскалацию ситуации, злоупотребление агрессивной риторикой, которая могла быть началом возведения новых стен. Я согласен с Сергеем Лавровым. Мы должны отталкиваться от Минского протокола, от положения этого документа. Этот механизм является единственным сегодня, который позволил бы нам обеспечить деэскалацию ситуации, а позднее начать переговоры по выработке способов урегулирования данного кризиса. Опять-таки, очень рад быть в Москве и продолжить платформу сотрудничества между Советом Европы и Россией в том же ключе, как мы реализуем это сотрудничество с другими 47 государственными членами Совета Европы.